Добрый день, уважаемые друзья и посетители нашего музея. Мы снова рады приветствовать вас в наших стенах. И сегодня у нас есть замечательный повод. Мы рады представить вам выставку «У города на горе», посвященную 125-летию одного из самых примечательных историков и археологов нашего края и отечественной археологии в целом. С него, в сущности, начинается каждый наш рассказ о становлении академической археологической науки на территории МАССР. Как вы уже, наверное, догадались, это ученый, этнограф и, конечно же, археолог Павел Дмитриевич Степанов. Именно о его жизни, творческих успехах, научных достижениях сегодня и пойдет на выставке речь. Будущий ученый родился 14 ноября 1898 года в городе Саратове. Окончив Саратовское четырехклассное училище, он поступил на работу в Саратовскую почтовую контору в 1915 году. Чуть позже, несколько лет, он проработал на станциях Рязано-Уральской железной дороги и, более того, совмещал этот нелегкий труд с общеобразовательными курсами при Саратовской консерватории. Уже в 1925 году он завершает лингвистическое отделение педагогического факультета Саратовского университета имени Чернышевского. Все 1930-е годы он часто и много ездит по Советскому Союзу. Саратовская область, Чувашская АССР, Коми АССР, Хабаровский край. Он много работает и преподает в высших учебных заведениях, работает в местных краеведческих музеях, попутно и пристально изучая коллекции. Первые научные интересы Степанова были связаны с этнографической наукой. Народы Поволжья занимали сферу его научного внимания – чуваши, русские, марийцы и особенно мордва. Однако уже к концу 1930-х годов в его работах видится переход к другой исторической дисциплине. Древность, ее далекие и еще слабо изученные загадки привлекали многих ученых того периода. Не стал исключением и Павел Дмитриевич. Посвятив несколько научных текстов исследованию археологических коллекций музеев, будущий ученый сделал, вероятно, окончательный выбор в пользу науки о древностях, археологии. Особенно этот период проявился в 1940 году с переездом Степанова в город Саранск. Он поступает на работу в научно-исследовательский институт социалистической культуры, и в этом же году старший научный сотрудник сектора истории проводит ряд разведочных экспедиций по Ковылкинскому Примакшанью, а также в бассейне реки Исса, описывая и исследуя уже известные и выявляя новые памятники археологии. В середине июня следующего, 1941 года, организована разведка по берегам реки Алатырь. Но 22 июня начнется Великая Отечественная война и изменит все планы. С 1942 по 1945 годы Павел Дмитриевич прослужит командиром отделения и замполитом роты в запасных частях рабоче-крестьянской Красной Армии. Только после 1945 года к археологическому изучению Мордовского края появится возможность вернуться. И именно в это время будет исследован один из важнейших памятников археологии МАССР – городище Ошпанда в Дубенском районе. Экспедиция Степанова будет изучать памятник в 1946-49 годах. Результаты раскопок стали настоящей научной сенсацией. Во-первых, это первое исследованное поселение балановской археологической культуры эпохи бронзы, которая является частью более обширной фатьяновской культуры, культуры оригинальной орнаментированной керамики, боевых топоров и представленная носителями протобалтской этнической общности. Во-вторых, данное городище – памятник многослойный, включающий в себя хронологические горизонты эпохи бронзы, собственно, балановской культуры, раннего железного века, городецкой культуры и раннего средневековья, и меньковской культуры, имеющие обширные связи с древнемордовскими племенами. С памятника было получено свыше 30 тысяч фрагментов керамики, около 15 тысяч костей животных, 1927 отдельных находок, включая каменные топоры, украшения, пряслица, предметы вооружения, ремесленного мастерства. Именно за монографию Ошпанда в 1967 году ученым была присвоена ученая степень доктора исторических наук, а в 1971 – профессора.
Еще больше внимания научной общественности привлекли раскопки Андреевской курганной группы, так называемой, расположенной у села Андреевка в Большеигнатовском районе МАИ-СССР. Именно под руководством Павла Дмитриевича Степанова в 1963-64 годах здесь велись полномерные академические раскопки. Материал Андреевского кургана позволил рассматривать эпоху формирования мордовского этноса не просто как некую эволюцию городецкого населения и дальнейшего его преобразования, но и как сложный синтез нескольких культурных пластов. В Андреевском кургане присутствует и позднегородецкий культурный пласт, и воинственный сарматский, и пьяноборский. Видимо, они и повлияли на формирование локального древнемордовского этноса. Кроме данных, исследованных Степановым памятников, его работа воплотилась и в десятках археологических разведок, предпринятых им на территориях Саратовской, Горьковской областей, Чувашской АССР и Мордовской АССР. Степанов всегда был личностью удивительной. Его интересы никогда не ограничивались профессиональной наукой. Несмотря на то, что за годы жизни им было проведено более 40 археологических экспедиций, открыто и обследовано более сотни памятников, он увлекался литературой, кино и фотоискусством. В начале 1960-х годов им была предпринята публикация кратких сведений об археологических памятниках МАИ-СССР. На выставке, кроме археологических материалов и интереснейших фотографий, представлены также и личные вещи археолога. Полевая сумка-планшет, личная записная книжка, а также часы с знаменательной гравировкой, подаренные Степанову на 70-летие. Музей хранит значительный архив ученого, бережно собранный музейным археологом Валентиной Дмитриевной Артемовой еще в начале 1970-х годов. Павел Дмитриевич Степанов прожил долгую, интереснейшую, полную событий, людей, научных открытий жизнь и ушел из жизни на 76-м году. В 1974 году это произошло. Однако наследие, которое оставил нам Павел Дмитриевич Степанов, как вы понимаете, заключается не только в научных работах, в материалах археологических работ, в научных отчетах, в его новаторских для того времени концепциях, которые мы рассматриваем до сих пор, но и в непреодолимой тяге к жизни, в непреодолимом интересе в жизни, в непреодолимой тяге к знаниям, чему-то новому, открытию. Именно это наследие наиболее важно. Сама выставка «У города на горе», посвященная 125-летию со дня рождения Павла Дмитриевича Степанова, продлится до конца 2023 года. И мы ждем всех посетителей посмотреть наши материалы, оценить научный вклад Павла Дмитриевича в археологию.